Вот наш дом, который мы обслуживаем. По адресу Чернышевского, 71/1. Прошу. Дамир Наилевич Нигматуллин – мастер одной из управляющих компаний Уфы. На их балансе, помимо таунхаусов, 17 многоэтажных домов. В подъезде каждого из них контейнер или банка для сбора отработанных батареек. Это просто вот наша инициатива, чтобы не бросали в пищевые отходы, мусоркамеры все. Чтобы с экологией чище было, везде выкидывают, сами знаете, дети туда-сюда, разложение идет. Мы вот решили таким способом, вот, чтобы город был чище намного. Одна пальчиковая батарейка весит от 20 до 25 граммов. Казалось бы, совсем немного. Но если ее неправильно утилизировать, она способна отравить 2,5 метра земли в радиусе вокруг меня. Об этом поговорим сегодня. В эфире программа «Генеральная уборка». Здравствуйте. Инициативу управляющей компании в доме по улице Чернышевского жители поддержали. Вот уже 3 года отработанные источники электричества они складывают в специальную емкость. В среднем за месяц с каждого дома выходит по 10-литровому ведру батареек. Вообще все жильцы относятся к этому положительно, потому что земля у нас терпит всю грязь. А если батареи, они же не разлагаются годами, как вот полиэтилен. А от батареек, конечно, вреда еще больше. Я вот замечаю, что открывают ящик, бросают эти батарейки, и никуда попало. Теперь в ящике все это собирают. Раз в месяц содержимое контейнеров и банок представители управляющей компании увозят на склад. Здесь все хранится в среднем 12 месяцев, пока не состоится очередная акция от фирмы-производителя элементов питания. Ждут дальнейшей судьбы своей. Раз в год в Уфе и еще в 40 городах России проходит неделя сбора батареек. В 2019 году в столице Башкортостана экоактивисты и коллективы предприятий сдали 1 тонну 300 килограммов отработанных источников электричества. В 2020 уже 3 тонны. В России, по данным Минприроды страны, ежегодно образуют 400 тысяч тонн отходов чрезвычайно опасных и высокоопасных классов. В это число входят и батарейки. Из-за состава их относят ко 2-му классу опасности. Там используют цветные металлы. Это никель, кадмий, цинк, марганец и другие. И при их попадании в окружающую среду они, в общем-то, свободными потоками могут быть. И это токсичные металлы, которые влияют на человека. Их очень строго ограничивается количество. Поэтому проблема. То есть их нельзя выбрасывать. Вы выбросите, они дальше там каким-то образом развалятся, заржавеют. И эти металлы будут поступать в окружающую среду. В почву, потом с потоками водными в реки, соответственно, озера. Это очень большое загрязнение. По предварительным подсчетам, в России в год потребляют 1 миллиард батареек. При этом на переработку попадает только каждая 100-я из них. Остальные, увы, оказываются на свалке. Мы заинтересованы, чтобы батарейка не попадала на сортировочную станцию. В случае, если батарейка попадает на сортировку, то наши специалисты ее вычленяют, складируют отдельно и отправляют в пункты приема для последующей переработки. Самим организовать сбор батареек региональный оператор не может по ряду причин. Нет лицензии на транспортировку отходов 2-го класса опасности. Если ее получить, встанет вопрос о покупке отдельной техники. Вывозить отработанные источники питания вместе с ТКО запрещено. К тому же к твердым коммунальным отходам батарейки не относятся. И в тариф, по которому платят жители, расходы на их перевозку и утилизацию не входят. По данным Министерства природопользования и экологии Башкортостана, на территории республики организовано 1500 пунктов по сбору батареек, ртуть-содержащих ламп и термометров. Установлено 1000 экобоксов, из них половина в Уфе. Специализированные контейнеры во дворах многоэтажек появились за счет средств городского бюджета и управляющих организаций. За год с территории МКД собирают и передают на переработку 15-16 тонн отходов 2-го класса опасности. Если в вашем дворе такого экобокса нет, батарейки можно отвезти в торговые центры. На сегодня компании, которые производят батарейки в крупных торговых центрах, устанавливают экобоксы и проводят акции для сбора батареек. И в дальнейшем их утилизируют. С федеральным экологическим оператором у нас заключено соглашение, и мы рассматриваем вопрос дальнейшей утилизации батареек.
Заводы по утилизации батареек в России пока можно пересчитать по пальцам. Самые крупные в Челябинске и Новосибирске. Туда отработанные источники питания везут со всех уголков страны. Но сырья для переработки все равно не хватает. Проблема в том, что не каждое учреждение рискнет организовать сбор. Из-за того, что батарейки относятся ко второму классу опасности, для обращения с ними нужна лицензия. Без нее, действуя даже из лучших побуждений, экоактивисты могут получить штраф. Проблема на уровне страны назрела давно и требует комплексного решения. В Башкортостане вопрос об утилизации таких отходов планируют рассмотреть на ближайшем заседании, посвященном мусорной реформе в правительстве региона. Один из крупнейших пунктов приема вторсырья расположен на выезде из Уфы, возле торгово-развлекательного центра. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю сдать батарейки могут все желающие. За экологию мы стараемся, чтобы в мусор не попадало. Это же все-таки долго разлагается, и здесь все-таки литий, это вредно. И вот специально собирали вот целый мешочек, чтобы все это выкинуть. Что будет плохого, если батарейка окажется просто на земле, на свалке? Как ты думаешь? Земля отравится. Как долго набирали? Долго было. Сейчас маленький ребенок, очень много всяких детских игрушек, поэтому быстро это все дело сажается, и собираю, и потом уже выбрасываю. Эту станцию установили в 2019 году представители торгово-развлекательного центра и магазина «Икея Уфа». У них заключены договоры с компаниями-переработчиками отходов. Все собранные фракции отправляются на заводы. В месяц набирается около 170 килограмм батареек. С мегастанции забирает самый большой в России поставщик по переработке батареек «Электропрактика». Потом эти батарейки, они перерабатываются, из них извлекаются полезные вещества для химической, для фармацевтической промышленности. Эффективность технологии рециклинга предприятий, которые специализируются на отходах второго класса опасности, 94,4%. Это значит, что почти все сырье, извлекаемое из батареек, используют повторно. Сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией и обезвреживанием отходов 1-4 классов опасности в Башкортостане занимается уфимское предприятие «Ареал». Показать, как все это происходит, мы не можем. Доступ на территорию для посторонних закрыт. Это опасное производство. Мы обезвреживаем ртутные лампы, обезвреживаем нефтяные отходы, утилизируем очень много отходов. Это лицензируемый вид деятельности. У нас есть лицензии. Оборудование, на котором мы производим переработку опасных отходов, имеет государственные экологические экспертизы. Где вы берете материалы для переработки? Согласно законодательству 89-го федерального закона, отходообразователи обязаны сдавать на утилизацию или обезвреживание опасные отходы. Соответственно, мы работаем со всеми предприятиями Республики Башкортостан и города Уфы. Это как и крупные заводы, так и больничные комплексы, да? То есть и ковидные отходы мы перерабатываем. По соглашению с управляющими компаниями предприятие «Ареал» занимается вывозом и дальнейшей обработкой батареек и ламп с территории многоэтажек. При этом содержимое экобоксов должно быть герметично. На деле так получается не всегда. Да и внутри порой оказываются посторонние отходы. Для решения проблемы в компании разработали безопасные киперы со съемным внутренним боксом. Такие уже есть для ламп. Образец выставлен в Башкирском государственном аграрном университете. В скором времени специальные контейнеры появятся и для сбора батареек. Он содержит сменный экобокс, и когда при попадании туда отходов, это все складируется таким образом, что если это люминесцентная лампа, она не разбивается, если это батарейки, то у нее разрабатывается специальный отсек, и они между собой не пересекаются, то есть два разных бокса. Когда мы приезжаем на объект, где обслуживаем данный кипер, мы просто вытаскиваем бокс, ставим в сменный и безопасно его перевозим до нашего производства.
Формировать экологичные привычки с детства призван проект «Экозабота», который по инициативе Общероссийского народного фронта запустили в стране летом 2020 года. В рамках него в школах устанавливают контейнеры для сбора батареек. Много используем батареек от разных игрушек. Если у кого-то есть младшие братья или сестры, там быстро заканчиваются батарейки и их собирают. Конечно, их нужно помещать в специальные контейнеры, потому что если их выкинуть, то они раскислятся и будут погибать животные и птицы. В списке участников проекта по всей стране 3000 школ в 30 городах. Как отмечают учителя, подобные акции повышают уровень экологической грамотности, формируют у ребят ответственное отношение к окружающей среде. Вообще на каждом уроке мы стараемся рассказывать детям о том, что нужно заботиться о природе. Такие предметы, как окружающий мир, биология, география, это безоговорочно. На уроках математики мы считаем, сколько нужно сэкономить деревьев, если не выбрасывать просто так бумагу. И очень любим мы ежиков, поэтому мы их спасаем, и начальная школа откликается очень хорошо. В одной школе в среднем за полгода стараниями учеников и учителей набирают 8-10 килограммов батареек. Это 300-400 штук. В масштабах страны за неполный учебный год к переработке готовы уже 802 тысячи батареек. Наша республика активно принимает участие. Это порядка 200 школ только в городе Уфе. Еще к нам присоединился также город Октябрьский, город Белебей. В конце учебного года мы составили схему, маршрут, по которому проедет машина специализированная, имеющая все разрешения. И проедет, соберет эти батарейки и отправит на утилизацию непосредственно на завод, который занимается утилизацией батареек. На рынке обращения с высокотоксичными отходами вопросов пока больше, чем ответов. В рамках соглашения между Минэкологией Башкортостана и Федеральным экологическим оператором планируется определить единого оператора в регионе, который выстроит правильную цепочку по сбору и утилизации батареек. Предприятия отходообразователи по закону должны организовывать у себя площадку для накопления ртуть-содержащих ламп и батареек и заключать договоры на их вывоз и утилизацию со специализированными организациями. Что касается жителей, им необходимо обратиться в управляющую компанию. В ее обязанностях обустроить место для сбора опасных отходов и также заключить договор с лицензированным подрядчиком на вывоз. Но есть нюанс. Затраты на все это будут включены в квитанции. Еще один путь, если появится предприниматель, который возьмет на себя организацию всего процесса по сбору батареек с домов и их транспортировку на утилизацию. Но, как показала практика, затраты в этом случае превышают прибыль. И здесь уже нужно поднимать вопросы о субсидировании такого вида деятельности со стороны государства. На каждой батарейке нарисован значок перечеркнутого мусорного ведра. Это означает, что ее нельзя выбрасывать просто так. После разложения, а на это уйдет не менее 100 лет, еще 30 лет экосистема будет восстанавливаться. Если же отработанный источник электричества попадет на переработку, из него извлекут марганец, графит, цинк и другие металлы. Так, к примеру, из графита в одной батарейке можно сделать карандаш, а металла в 90 батарейках хватит на изготовление столового набора. Однозначно, такие отходы нужно утилизировать правильно. На сегодня все. Увидимся.